каком возрасте вы начали задумываться об экономике? Мы познакомимся с ребятами, которые еще в 4 классе, но уже имеют свои перспективные идеи. Интересно, как они к этому пришли? В средней школе номер 14 организован необычный кружок для детей. Ребятам нравится экономика, и школа даже готова ввести ее как новый предмет. У них проходит просмотр подготовленных проектов. Края печенья должны быть ровными и соответствовать установленной модели. Четвероклассники сами выбрали интересные для себя темы, над которыми работали, не покладая рук. Для каждого из них это было серьезным испытанием, ведь для защиты проектов были приглашены педагоги из вузов. Расскажи про свой проект. Мой проект очень увлекательный, и я думаю, что этот проект не из самых лучших, но думаю, что для меня он хороший и не самый сложный. Проект у меня про печенье, и про их производителей, и про заводы, которые их создают. А почему ты решил разрабатывать свою работу именно про печенье? Потому что я думаю, что печенье для меня была не самая трудная тема, ведь около меня находятся многие магазины, а также то, что мне просто нравится это делать. А как твой проект связан с экономикой? Мой проект с экономикой заключается в том, что мы хотим узнать, как экономить на товарах и как будет выгоднее покупать или же делать самим. Думаю, что выгоднее все-таки будет покупать, но дело в том, что мы не знаем, из чего они делаются. Этот кружок организовала Марфуга Шакировна, педагог дополнительного образования, который действительно любит свое дело. Она готова уделять детям столько времени, сколько потребуется. Благодаря ей ребята начали интересоваться экономикой, посетили различные экскурсии и готовятся выступать со своими проектами на разных конкурсах. Расскажи, пожалуйста, про свою работу. Работа заключается в том, что Леонардо да Винчи врач зданий, еще он архитектор, художник и механик. Почему ты выбрала эту тему? Но он продавал здания, и еще он строил их, помогали ему. Расскажи, как проходит защита работ? Если мы выиграем районный, тогда мы, скорее всего, можем полететь в Анапу бесплатно. И там, если мы выиграем российский, тогда нам могут дать 1 миллион рублей. Создавая свои проекты, ребята не просто искали нужную информацию, они ходили на разные объекты, связанные с их темой, чтобы наглядно увидеть и понять, с чем имеют дело. В каждом начинании действительно важно прочувствовать все изнутри, чтобы достичь успеха. Впереди следующий этап. Лучшие из лучших пройдут дальше и продолжат удивлять жюри своими необычными идеями. Полина Исупова, Руслан Бекбаев, специально для Горы новостей.